художник от слова «худо». Но на самом деле это же не так. Если посмотреть даже историю, Сальвадор Дали уже при жизни был таким, известным, популярным, богатым художником. По большей части, скорее всего, это же так, когда человек умирает, больше начинает ценить и обращаться, что он имел в виду по жизни. Как-то уже большой интерес появляется. На самом деле это и при жизни можно как-то себе сделать, если постараться. На самом деле мне не нравятся такие фильмы про художников. В принципе, можно узнать в целом, чтобы изучить истории, да, а как-то не вдохновляет. Столько раз уже изобразили все актеры, наверное. Постоянно показывают, как он страдает. На самом деле не все же так плохо, наверное, было. Именно ухватывается за его эти ужасные какие-то вещи, которые творились в жизни. Я не думаю, что все так плохо было. Надо углубиться в тему, если интересно. Это же, наверное, важно для нынешнего поколения, для детей, чтобы они узнали, что не все художники живут худо. Меня очень сильно вдохновил народный художник, первый профессиональный художник Якутии Иван Попов, родом из Татинского Луса, села Татыкёль. Этот человек был не только художником при жизни, один из первых фотографов вообще в Якутии, и был еще и этнографом, историком, и меня вдохновила его многогранность, то, что при жизни можно успеть сделать многое, не только просто рисовать, но и делать какие-то вещи важные не только для себя, но и для целой республики. Вот эти все известные фотографии, которые мы везде видим, возможно, в каких-то пабликах, и не знаем, что автором является Иван Попов. Вот этот шаман до сих пор меня сильно вдохновляет, и у картины такая сильная энергетика. Надо это посмотреть в реалии, находится в Нхэме. Меня всегда вдохновляли какие-то научно-фантастические фильмы и книжки. Наверное, этот вкус мне привил мой старший брат. Он привез когда-то «Властелин колец» фильм, и мой мир изменился. Посмотрев фильм, я, конечно, была в шоке. До сих пор этот фильм прям впечатляет. Я прям была толкинисткой. И делала такие фанат-блокнотики. Наверное, тут видно, что у меня особо друзей не было. Как-то так. То есть меня вдохновляют такие вещи больше, чем фильмы, биографии про художников. Сейчас, я думаю, у каждого свое. Но в целом людям больше, конечно, нравятся работы якутских художников, наших прям академистов. Это было грустно, да. Это показало нашу необразованность, можно сказать. Вообще, да, это немножко напомнило мне, как авангардистов Хрущев там прошелся нам на тракторе, да. Потому что искусство — это не просто там музей, да, и то, что есть музей, это все уже является предметом всего самого высшего искусства. На самом деле это не так. На самом деле у нас академическая школа очень сильная, в России именно имеется в виду. К нам приезжают учиться многие, и даже из Китая, из Азии, чтобы тут как-то реально восполнить именно по академической части рисунка. В советское время же у нас и был супрематизм, и все. Эти плакаты классные, это Маяковский со своими стихотворениями. Мы были прям приверженцами такими нового искусства в 20 веке. Сейчас какой-то застой в мире происходит как раз-таки. Просто надо быть первым.
Он поставил просто первым, и это как-то подал так, что если сейчас уже делать такие же кляксы, то уже как бы никому это не вкатит. Просто надо быть первым. Да, Малевич нарисовал первым свой квадрат. Сейчас стрит-арт. Вот как раз Бэнкси, про Бэнкси вчера смотрела. И он тоже самое говорит, что в музее сейчас, например, люди ходят. Вы ходили? Последний раз, когда ходили? Люди не ходят. Музеи уже не такие интересные. Поэтому даже сами музеи пытаются выходить за рамки же. Делать какие-то вещи, типа уличный арт. И сейчас, 21 век, это реально, когда музеи выходят наружу, и это как-то для всех, то есть искусство для всех, а не платно, типа. Ну а когда идут заказные, рекламные работы, это уже другое, это печалька. В Якутии надо брать самые лучшие и вытащить оттуда оттенки. Например, вижу бастыга, головной убор. Такой можно взять северных народов. Они очень красивые, такие, как северное сияние. Плюс холод, плюс оттенки цвета ленских столбов, например. Это уже какие-то пастельные, коричневые, охра. Все это вместе будет какие-то цвета Якутии.